Ну и в завершении выпуска в Свято-Андреевский монастырь Мирного доставили храмовую икону. Ее изготовили на греческом полуострове Афон, месте, которое православные всего мира признают одной из главных святынь. Тамара Бессмертная узнала, как икона преодолела путь со Святой горы в Мирный. Именно в Благовещение, когда небеса открываются и всякая тварь славит Божий замысел, когда весеннее небо опрокидывает свой голубой купол, не щадя нежной тонкой благодати, Иверская икона прибыла к тем, кто так ее ждал. Деньги на икону собирали всем мирным, а лик писали по заказу на Святом Афоне. Она является хранительницей Святой горы Афон. И, друзья, честно вам скажу, вот та сила, которая явно чувствуется на этом месте, да, вот когда мы читаем то, что рассказывает об этом образе, да, вот легенды были, но когда ты стоишь перед этим образом, и когда воздух пронизывается вот этими электрическими разрядами, и ты явно ощущаешь вот эту вот энергию, когда ты понимаешь, что ты стоишь перед образом, перед царицей, и что это действительно есть некое место силы. Она является хранителем Святой горы Афон. Мы приехали туда, у нас была договоренность, то есть нас спустили к образу, мы отслужили молебен, приложили икону к первообразу. Вот, ну, это действие, которое совершается при освящении. И дальше эта святыня поехала к нам. Иверская легко преодолела несколько сложных таможен, а уже в Мирный летела самолетом нашей авиакомпании «Алроса» и, во исключение правил, не в грузовом отсеке. У иконы есть определенная цель. Она напрямую касается становления Свято-Андреевского монастыря. Нам надо, во-первых, создать нормальный монастырь. Во-вторых, нам надо создать атмосферу, нам нужна святыня, которая будет воздействовать на наш внутренний мир, учить нас, наставлять, заставлять в монашеском отношении все-таки трудиться, это тоже очень важно. И дать, чтобы этот труд мы могли донести людям, которые есть. Поверь мне, у этой иконы еще будет своя собственная история, сказал, прощаясь, отец Серафим. А Иверская посмотрела вслед прохладным, чистым и целительным взором.